Когда есть любимое хобби, им нужно заниматься. Для чего? Для того, чтобы ваше время было занято. Для того, чтобы вы могли себя реализовывать, для того, чтобы вы были счастливой. Вот эти все вещи вы можете обозначить своему мужу. Просто скажите: дорогой, ну давай представим, что у меня нет моего хобби. Тогда что? У меня появляется больше свободного времени. А если у меня больше свободного времени, я начинаю его посвящать тебе. А если я его начинаю посвящать тебе, значит, я начинаю от тебя требовать большего внимания ко мне. И, соответственно, я постепенно захватываю твое пространство. Я не делаю это специально, просто у меня много свободного времени. Если вы сможете обозначить правильно приоритеты и правильно расставить аргументы, по причине которых у вас должно ваше хобби сохраниться, ваш муж готов будет вас услышать. Также я вам предлагаю, как рекомендацию, узнайте сначала у вашего мужа, почему ему не нравится ваше хобби. Вполне вероятно, что ваше хобби может быть сопряжено со встречами с мужчинами, и он ревнует. Ваше хобби может быть сопряжено с дегустацией спиртных напитков, и вы, допустим, приходите домой выпившая каждый вечер. Естественно, ему оно не нравится. Попытайтесь разобрать те моменты, которые ему не нравятся, и определите для себя, сможете ли вы их устранить из своего хобби. Если вы их можете убрать, то тогда вы можете сохранить свое хобби. И вы можете договориться со своим мужем, что я убираю негатив, ты оставляешь мне позитив. И таким образом вы сохраняете свое хобби. Вы можете еще просто своего мужа напугать и сказать: дорогой, а если я запрещу тебе твоим хобби заниматься? Он навряд ли на это согласится. Поэтому все честно. Договаривайтесь, просто договаривайтесь с мужем и учитесь слышать, почему ему что-то не нравится. Просто так не бывает. Причины не нравятся. Я желаю вам взаимопонимания и бесконечно гармоничных отношений.